Здравствуйте, Алексей, мы очень рады и благодарим вас. Мы понимаем, что сейчас у вас там очень большой цейтнот, да, вот события политические такие идут. Вот, но все-таки вы нашли время сказать два слова о башкирской культуре, о модернизации. Нам это очень приятно, спасибо. Ага. Да, да, да. Здравствуйте, коллеги. Тут действительно... Да, да, да. Да-да, мы слушаем вас. Да, сейчас, конечно, события очень динамично развиваются, но, тем не менее, мне кажется, мы сейчас все равно все стоим перед очень серьезной задачей, в том числе для гуманитарных наук. Мы видим, как, по сути, разворачивается в вот эту восточную евразийскую сторону события мировой истории. И действительно сейчас очень важно думать о моделях будущего, да, о том, как мы, каждый у себя и в России, в том числе в национальных республиках, и на различных пограничьях, фронтирах России собираемся, условно говоря, вот строить этот новый мир, который вот буквально на наших глазах разворачивается. И в этом смысле очень важно действительно с большим вниманием относиться, во-первых, к каждой национальной культуре, то есть все равно мы никуда не денемся от этого евразийского ансамбля большого. И несмотря там на разные интерпретации истории нашей общей, там, относиться к большевикам позитивно, негативно, но тем не менее этот опыт модернизации, который мы пережили там за последние 100 лет, он, конечно, уникален. И сейчас перед нами всеми стоит задача, в какой-то степени этот опыт повторить, при этом не повторяя ошибок, и остаться в будущем как высокоразвитая цивилизация, при этом цивилизация многонародная, которая включает и тюркские народы, и славянские, и иранские, и другие. И в этом смысле то, что вот сейчас происходит, это очень важно. Мы, наконец, получаем импульс к некой национализации элит, к тому, что мы можем развивать там, без оглядки на реакцию Запада определенные компетенции и технологии у себя. Вот очень важно понять сейчас некую специализацию. Даже вот в советское время белорусы стали своеобразной такой восточнославянской Пруссией, да, то есть важной для обороны на западном направлении, развитой технологически, там электроника развивалась, да, то есть мы получили этот импульс вот в результате там 45-го года и, по сути, до сих пор за счет этого живем, существуем как развитое промышленное и технологически развитое государство. Вот сейчас наступает примерно такой же момент, такая же развилка. И нам нужно думать, безусловно, не только про сохранение истоков, традиций, это важно, без этого не может существовать ни один народ, но и о том, вот какое место, специализацию мы будем занимать в этом новом мире. И мне кажется, что вот у башкир тут тоже есть определенная своя функция. Мы знаем, что вот это вот были прекрасные войны во время Российской империи. Мы знаем, что башкирский народ и в советское время тоже получил развитую промышленность. И, в общем-то, благосостояние республики на этом держится до сих пор. Но вот сейчас нужно какие-то компетенции, они могут быть и гуманитарными, они могут быть и технологическими, но важно, мне кажется, для каждой вот национальной элиты, для каждого народа вот думать, где наше место в будущем. И при этом, конечно, в рамках общей цивилизации. Вот с этим, мне кажется, и должен быть связан некий поиск путей модернизации и башкир, и белорусов, и уже про украинцев, наверное. То есть мы как бы обеспечим сейчас зонтик безопасности, но самое главное – это вот остаться в будущем в качестве развитых общностей. Вот. Здесь опыт советский, его не нужно отбрасывать, его можно критиковать, но он очень важен, когда мы понимаем, что большая общность, но тем не менее состоит из разных народов, каждый занимается определенной спецификой, функцию выполняет определенную. Вот это нужно иметь в голове. И мне кажется, что в России это понимают, в Беларуси понимают, и думаю, что вот если так мы развернем свое мышление и будем видеть себя, свои народы в рамках общего какого-то целого, будет успех. То есть мы не только будем там думать о прошлом, но и видеть вот нашу новую роль в новом мире, который буквально на наших глазах наступает. Вот я бы так сказал. Спасибо, коллеги. Как на новый уровень вывели нашу дискуссию и действительно заставили задуматься.